Доброе утро, Крым. В эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин присоединяется к эфиру. Благодарю Андрея Гевко за новости. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Поговорим об итогах задержаний, которые прошли в Крыму 3-4 сентября. Вы можете присоединиться к нашему разговору по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и из соседней России. С материковой части Украины звоните нам по телефону 044 490 2905. Также активно мы общаемся с вами в комментариях под трансляцией, которую мы ведем на канале Крым Реалии в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте происходящее в нашем эфире. Ну и, конечно же, смотрите нашу радиотрансляцию. Да, такая возможность есть у тех, кто присоединяется к нам на канале YouTube Крым Реалии. Ну и, конечно же, делитесь этой трансляцией со своими друзьями. Мы начинаем. Итак, в Симферополе после ареста на 15 суток на свободу вышли крымчане Эльдар Адаманов и Арсен Ахтемов, сообщает общественное объединение «Крымская солидарность». Встречать мужчин из следственного изолятора приехали из супруги, родители, родственники и защиты, говорилось в сообщении. Это задержание произошло во время массовых обысков и задержаний в Крыму 3 и 4 сентября, когда российские силовики задержали Эльдара Адаманова, Асана и Азиза Ахтемовых, Шавкета Усиинова и Наримана Джиляла с обвинениями в подготовке и осуществлении диверсии на газопроводе. Как сообщает Крымская солидарность, конкретно Эльдар Адаманов и Арсен Ахтемов оказались в числе более 50 человек, которые пришли к зданию ФСБ поддержать обвиняемых и впоследствии задержанных. 15 суток ареста было назначено за, цитата, неповиновение сотрудникам полиции по административной статье 19.3 КоАП России. Далее цитата из сообщения. Подсудимые более суток провели с мешками на голове в неизвестном помещении. Затем их отпустили на Симферопольскую набережную, где через несколько минут правоохранители потребовали у них документы, изъятые при обыске. По версии полиции, мужчины оказывали сопротивление руками и ногами, говорится в сообщении правозащитников. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно присоединиться, 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России, 044 490 29 05. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой Украины. И к нашему разговору подключается крымско-татарский активист Заир Смедля. Судья подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя Михаил Белоусов 16 сентября признал Заира Смедлю виновным в, цитата, нарушении ограничений режима повышенной готовности и назначил максимальное наказание 30 тысяч рублей штрафа. Заир, доброе утро. Доброе утро. За что вас оштрафовали? Расскажите, пожалуйста, вот как вы понимаете эту ситуацию? Это была акция устрашения, чтобы люди не собирались ни у здания ФСБ, ни у каких-то других зданий, где творится беспредел по отношению к крымским татарам. А по сути, вот те обвинения, которые были мне предъявлены, и тот штраф, это все незаконные действия. Так как в тот день, после того, как нам стало известно о задержании Эльдара Адаман, потом Асана Ахтемова, Азиза Ахтемова, Шевкета, и уже потом, в конце концов, Наримана Джилял, можно же задерживать нормально, то есть пришли домой или пригласили в отделение полиции, сказали, вот так-то, вы обвиняетесь там в совершении какого-то преступления, подозреваетесь. Мы должны там провести осмотр, обыск, изъять такую аппаратуру, то есть и в дальнейшем доставить в отделение ФСБ, полиции, куда бы то ни было, и родным и близким заявить, вы не переживайте, ваши родные находятся у нас. Этого не происходит, приезжает на синем Volkswagen транспортер, на котором ранее похищались члены семей крымских татар, да, в том числе правозащитника Абдюршита Джипарова, его сын, его племянник. То есть были и еще другие похищения.
когда по сей день, уже в течение 7 лет, неизвестна судьба этих похищенных. Понятное дело, люди возмущаются. Приехали друзья, близкие, родственники уточнить судьбу наших похищенных соотечественников. Вместо того, чтобы получить честный прямой ответ, начались какие-то заявления, что мы не знаем, где они, мы никакого отношения не имеем, хотя все знают, что из дома их вывозили сотрудники ФСБ. И вот так в течение суток это непонятность, неизвестность, а потом начинает заявлять, оказывается, он отказывается от адвоката по найму, оказывается, там кто-то соглашается с теми адвокатами, которые присутствуют при пытках, и для которых, оказывается, пытки это нормальное явление. Люди пришли, чтобы узнать судьбу. Вместо того, чтобы получить честный и достойный ответ, к этим людям стали подходить сотрудники полиции, угрожать, что мы вас там задержим, там еще что-то, что здесь нельзя собираться, вы какие-то там нарушаете режим чрезвычайной ситуации, хотя подавляющее большинство находившихся там людей были в масках, соблюдали и дистанцию, но тем не менее там прилепили к делу 2 каких-то свидетельских показаний продавца магазина, который толком и видеть не мог. Для того, чтобы видеть, что происходит, он должен был закрыть магазин или свою кафешку и ходить и по бульвару Франко, и по Дзержинской, и даже находиться возле Салгера, где уже 2-й, 3-й группы задержанных откуда доставлялись, они уже были, скажем так, за 500-700 метров от того места, в котором якобы их задерживали. И понятное дело, что, я, например, находился в маске, я находился на достаточном удалении от места задержания. Ко мне не подходили там сотрудники ОМОН, там еще что-то. Я когда увидел, что задерживают наших соотечественников, сам подошел, сел в автобус, потом дальше начали в этот автобус записывать еще людей, набили как банку с селедкой, нафаршировали, потом еще начали при задержании избивали людей, в автобусе избивали людей. И вот дальше эти свидетельские якобы показания, как будто какой-то звонок о нарушении каких-то вещей. То есть такое дешевое сфабрикованное дело, но, однако, оно послужило для того, чтобы возбудить административное дело. Вначале нас застали в отделении полиции, там никто никаких показаний не давал. Надеюсь, что в суде можно будет сказать, как обстояли дела, заслушать истинных свидетелей этого события. И, наверное, что суд, возможно, вдруг примет правильное решение. Это вдруг и, возможно, не произошло, потому что суд – это только на бумаге, на вывеске. А в реалиях есть люди в мантии, которые выносят те постановления, которые им указали сверху люди в погонах. Список этих людей известен и понятен, и как говорится, кому какие нужно выписать штрафы, тоже судьям спустили сверху. Поэтому в отношении меня и выбрали такую самую последнюю высшую ступень возможного штрафа, причем никто никаких доводов не выслушивал, свидетелей, истинных свидетелей тех событий не вызвали. Оказывается, они могут не внушать доверия. Там какие-то левые люди, которые меня не видели, не знают, доверие внушают, а те, кто рядом находился, значит, у судьи не внушают доверия.
Плюс также, что я, оказывается, свою вину не признал, не раскаялся в содеянном. Ну, а почему я должен признавать то, чего я не совершал? Почему я должен раскаиваться в том, чего я не совершал? Конечно, все это ожидаемо. Не совершал никаких правонарушений, не будешь раскаиваться. Все вот это якобы послужило основанием для того, чтобы не выписать наибольший размер штрафа. Не менее интересная ситуация была с Куцитом Абдулаевым. Куцит Абдулаев не знал о дате суда, потому что его об этом не информировали. Провели суд заочно, но зато потом мотивировали, что суд не явился, содеянным не раскаялся, свою вину не признал и имеет трудоспособный возраст. Ну вот это тоже одно из отягчающих обстоятельств, оказывается, имеет трудоспособный возраст. Хотя Куцит Абдулаев уже много лет является пенсионером, но это говорит еще раз о том, что никто даже материалы дела не смотрел. Как и те фотографии, на которых все участники пикета находятся, ну не пикета, а все люди, которые находятся возле здания ФСБ, причем на хорошем отдалении, находятся в масках, расстояния эти соблюдены. То есть даже в самих материалах дела, да, там есть доказательства нашей невины. Но никто опять... Скажите, Заир, а вы будете обжаловать это решение суда? Видите ли вы в этом перспективу? Обжаловать мы будем, перспективы не видим, потому что апелляция будет подаваться в другое здание, где тоже есть только вывеска и нет никакой справедливости. Мы это прогнозируем, но процессуально эти инстанции надо пройти, потому что, чтобы еще раз доказать всем, что здесь нет ни правды, ни справедливости. И еще хотел сказать по части еще задержанных. Там было вообще до смешного, когда люди, которые сидели в машине, они никакой, то есть не группировались где-то на улице, еще что-то, были выхвачены из машины, и им тоже выписали штрафы. То есть задержанных набирали вообще по всей улице, я так понимаю? Да, по всему бульвару Франко. Проходящих мимо запихивали в автобус, причем человек даже не стоял, не находился. Ну, одному удалось доказать, потому что он в это время находился на работе, и потом проходил мимо по бульвару Франко, есть записи на видеокамерах и все остальное, его каким-то образом выслушали. Были какие-то и пьяные люди задержаны, проходящие мимо. Ну, потом их в отделении полиции отпустили, а нас еще долго держали. Причем не только крымские татары были. Ну, в отделении полиции было весело. Где там тот пьяный? Выпустите его. Чего мы его здесь держим? Заир, спасибо вам за беседу, за то, что рассказали, что с вами произошло, и за что вас так называемый суд оштрафовал на 30 тысяч рублей. Напомню, это максимально возможное наказание. Вот было назначено Заиру Смедля об обстоятельствах того, что происходило под зданием ФСБ, и за что был составлен протокол за нарушение правил карантина. Да? Только что нам Заир Смедля рассказал. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню номер телефона, по которому можно присоединиться к нашему разговору. Набирайте номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы хотите дозвониться к нам из России, вы можете набирать этот же номер. А с материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Также напоминаю, что ведем мы прямую видеотрансляцию на странице
Крым Реалии в YouTube, на канале Крым Реалии в YouTube. Если вы до сих пор не подписались, исправьте эту оплошность, и вы после этого не пропустите ни одной нашей программы. Делитесь этой трансляцией со своими друзьями, ставьте лайки или дизлайки, если вам не нравится то, что происходит в нашем эфире. Если вы хотите поспорить с нашими собеседниками, можете дозвониться к нам в эфир, пишите комментарии, стараемся читать наиболее интересные и конструктивные. Итак, пишите нам, звоните нам. Мы продолжаем наш разговор, и к нашему разговору подключается Лутфия Зудиева, крымская правозащитница. Лутфия, доброе утро. Доброе утро. Итак, я попрошу вас рассказать, что же произошло с Эльдаром Адамановым и Арсеном Ахтемовым. Как выглядел вот этот административный процесс над ними, вот начиная с момента задержания, да, и далее, вот момент оформления задержания. Вот расскажите об этом. Эльдар Адаманов, владелец мебельного магазина в Евпатории, и его сотрудник Шевкет Усинов, тоже житель Евпатории, были задержаны 3 и 4 сентября. Больше 2 суток супруга Эльдара Адаманова ничего не знала о нем. Она вынуждена была обратиться и в МВД Евпатории, потом она стала писать заявление о похищении уже в полицию в Симферополе. Аналогичные действия выполняла супруга Шевкета Усинова. Она даже обратилась в военную прокуратуру Черноморского флота по факту похищения своего супруга. То есть родственники не знали, где находятся эти люди. Достоверно об их месте пребывания стало известно уже 5 сентября, то есть это вот после того, как следствие задержало еще 3 крымских татар в Симферополе. Это братья Асан и Азиз Ахтемовы, Нариман Джилял. Когда им в ночь с 4 на 5 сентября были выдвинуты обвинения в совершении диверсионного акта, и вот только после этого стало известно, что Эльдар Адаманов и Шевкет Усинов находятся в изоляторах временного содержания, и над ними будут проходить административные судебные процессы. 6 сентября их процессы прошли, и каждому из них вынесли по 14-15 суток ареста. Вот на этих выходных их уже встречали из изолятора временного содержания. Что касается того, где они провели время, до того, как стало известно общественности их местонахождения, то они сами рассказывали в суде своим адвокатам, что первые 2 суток их держали в подвальном помещении с мешками на головах. Эльдара Адаманова как минимум 4 допросили в ФСБ. Его статус и его сейчас юридическая позиция согласовываются с адвокатом, потому что пока они не задержаны по делу о подрыве газопровода в Перевальном, но документы этих людей находятся у сотрудников, и они вот как раз сейчас с адвокатами согласовывают свою позицию. Вот какой был статус у Эльдара Адаманова, например, да, когда вот они находились в подвальном помещении, что с ними там вообще происходило, да, и был ли у них на этот момент официальный статус задержанных? Там вообще была такая, знаете, гибридная ситуация. На мой взгляд, это было сделано умышленно, то есть их задержали, причем когда их задерживали ночью, родственники точно видели шевроны ФСБ на сотрудниках, которые осуществляли эти действия. Им точно сообщали о том, что эти действия проводятся правоохранительными органами в связи с подрывом газопровода в Перевальном. И после этого ничего больше они не знали. То есть они даже не знали, куда их увезли. И вот после того, как они продержались около 2 суток в подвале, их выпустили на набережную в Симферополе. Прямо там же, на набережной, их остановил наряд полиции и составил на них протоколы за то, что они
не подчиняются законным требованиям полиции по 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. То есть по их версии, сотрудников полиции, которую они отразили в документах уже административного дела, якобы мужчины там сопротивлялись ногами и руками, и они составили на них эти протоколы. На наш взгляд и взгляд людей, которые сейчас защищают Эльдара Адаманова и Шавкета Усинова, это было сделано умышленно для того, чтобы продолжать удерживать этих людей необходимое количество суток, чтобы, если они понадобятся следствию, их показания и вообще их, в принципе, могли использовать в работе над основным уголовным делом. То есть как процессуально как может это выглядеть? То есть людей, по сути, похитили сначала, да. Какое-то время их, извините за такое слово, мариновали, а потом отпустили на набережную Симферополя и постановочно задержали. Правильно я понимаю ситуацию? Да. То есть именно так все и происходило. Причем, знаете, в чем парадокс вообще? В протоколе отражено, что они находились без документов, но при этом внесены паспортные данные этих людей. То есть вот такие коллизии, они дают нам основание говорить о том, что это была спланированная операция, просто учитывая, что они их удерживали похитили и фактически удержали без каких-либо правовых оснований такое количество времени. Нужно было потом как-то процессуально оформить это. Вот это все вылилось в такую схему действий. Мы сегодня еще будем говорить о том, что происходит с Нариманом Джелялом, а вот с теми людьми, о которых мы говорим сейчас, какие методы дознания к ним применялись? С мешком на голове, да, это мы слышали, но были же, наверное, и допросы. К сожалению, я сейчас не владею информацией в полном объеме о том, какие конкретно действия проводились и с Эльдаром Адамановым, и с Шавкетом Усиновым, кроме тех, которые они озвучили в день рассмотрения их административного протокола, о том, что его держали в подвале с мешками на головах, допрашивали. Было ли какое-то физиологическое воздействие или какие-то более жесткие меры давления, будет известно после того, как и Эльдар Адаманов, и Шавкет Усинов встретятся со своими защитниками по соглашению. У каждого из них они сейчас есть. И они согласуют свои позиции, и уже адвокаты будут комментировать эту ситуацию, потому что в день их освобождения из изолятора временного содержания у общественности и у журналистов, к сожалению, не было возможности обсуждать с ними эти темы. Вот такая практика российских правоохранительных органов, которые действуют на территории Крымского полуострова, она наблюдается не только по делу, о котором мы говорим сегодня. Это тянется еще с 2014 года. Точно так же, например, был сначала похищен Олег Сенцов, а потом только через день, если я не ошибаюсь, официально задержан. Мы видим, что ситуация повторяется в Крыму. Скажите, пожалуйста, не намерены ли вы как-то обжаловать действия силовиков, например, направить заявление о похищении людей? И вообще, имеет ли это какую-то перспективу в нынешних крымских условиях? Безусловно, на такие действия силовиков необходимо реагировать, и реагировать с того момента, когда у людей появляется основание думать, что их близких похитили. И сейчас в Крыму и правозащитники, и адвокаты регулярно обжалуют действия. В частности, были подобные события и с другими задержанными, и Эмиль Курбединов, и в этот раз уже адвокаты Айдер Азаматов и София Шабанова. И, в принципе, все защитники, они обжаловали действия силовиков 3 и 4 сентября. То есть 4 сентября я находилась у здания ФСБ и сама была свидетелем того, как они обращались и в полицию, и в Центр по противодействию экстремизму, оставляли заявления и в военную прокуратуру, и заявления о похищении в том числе были оставлены сразу же. То есть
Вот я, насколько знаю, сейчас многие из них ожидают проверки с военной прокуратуры по факту того, не превысили ли свои должностные полномочия сотрудники правоохранительных органов. Мы почти уверены, что по результатам этих проверок никто не будет наказан, никто не будет привлечен к какой-то ответственности, но тем не менее мы обязаны это делать, потому что когда появляется заявление о похищении или жалобы своевременные, тогда появляется общественный контроль за тем, что происходит. И, по крайней мере, у нас есть надежда, что эти люди не исчезнут бесследно, или с ними не произойдет нечто такое, что происходило с Асаном Ахтемовым, который подвергся просто невероятным пыткам после своего задержания. Поэтому, да, безусловно, это нужно обжаловать, и адвокаты работают в этом направлении. Спасибо вам за комментарии, спасибо за беседу. Напомню, что с нами на связи была Лутфия Зудиева, крымская правозащитница. Я напомню номер телефона, по которому можно присоединиться к разговору в нашей студии. 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Можно дозвониться из Крыма, можно дозвониться из России. По этому номеру 044 490 2905. По этому номеру телефона в наш эфир можно дозвониться с материковой части Украины. Также я напоминаю, что мы ведем прямую видеотрансляцию на канале Крым Реалии в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой трансляции. Там можно свободно комментировать происходящее в нашем эфире, дополнять ту информацию, которая звучит, задавать вопросы нашим собеседникам. Стараемся следить за тем, что вы нам пишете, и наиболее интересные, конструктивные и острые комментарии постараемся зачитать в нашем эфире. Но я напомню, что если вдруг я чего-то не замечаю, какого-то из ваших комментариев, замечаний или вопросов, вы можете дозвониться всегда к нам в студию. Наша телефонная линия открыта: 8 800 10 06 926. Мы продолжаем говорить о задержаниях, которые прошли 3-4 сентября, об их последствиях. И вот, как сообщает ФСБ, братьев Ахтемовых подозревают в совершении диверсии, якобы попытки подрыва участка газопровода в селе Перевальное под Симферополем. Наримана Джиляла обвиняют в том, что он был якобы в этой диверсии посредником. По утверждению ФСБ, диверсия готовилась с участием украинской разведки. В самой украинской разведке это опровергают. Позже в той же ФСБ Меджлис крымско-татарского народа назвали, цитата, «основным проводником украинской реваншистской политики и модератором протестных и сепаратистских проявлений». Конец цитаты. Сам Нариман Джилял, адвокаты и правозащитники называют эти задержания реакцией России на саммит Крымской платформы, который прошел в Киеве 23 августа, в котором принимал участие Нариман Джилял. И диверсия, так называемая, на газопроводе пришлась вот ровно на эту же дату, 23 августа. О том, что сейчас происходит с Нариманом Джилялом, мы поговорим с его защитником Николаем Полозовым, российским адвокатом. Он с нами на связи. Николай, доброе утро. Здравствуйте. Вы сообщали о том, что Наримана Джиляла в СИЗО поставили на профучет как лицо, склонное к совершению террористических и экстремистских преступлений. Что это значит и как это сказывается на условиях содержания Наримана Джиляла? Ну, вообще профучет по различным поводам – это своего рода внесение отметки в личное дело, которое обязывает администрацию учреждения проводить более тщательный контроль за указанным лицом. Бывает постановка на профучет как лицо, склонное к побегу, или там склонное к членовредительству, или к нападению на сотрудников учреждений. В данном случае Наримана промаркировали как вот лицо, склонное к совершению указанных преступлений, что, на мой взгляд, является грубейшим нарушением прав человека, поскольку в отношении Наримана нет ни одного приговора. Презумпция невиновности, она говорит о том, что он абсолютно невиновный человек, а вот администрация СИЗО уже заранее считает, что у него есть склонность к какому-то преступному поведению. Естественно, мы будем это обжаловать. На практике это означает усиление контроля. Например, не так давно было известно, российский
политзаключенный Алексей Навальный был поставлен на профучет как склонный к побегу, и к нему сотрудники приходили ночью каждый час и светили ему фонариком в лицо, осуществляя таким образом контроль. Вот что-то подобное они будут проводить и с Нариманом Джеляловым. У нас есть звонок от нашего радиослушателя. Николай, пожалуйста, оставайтесь на связи. У нас сейчас такая конфигурация, что вопроса вы не услышите. Наверное, я вам его перескажу, но, пожалуйста, будьте на линии, мы вас вернем в эфир. Итак, у нас звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите. Доброе утро, Сергей Макрушин и все слушатели Крымлянина 148 кГц. Смотрите, во-первых, маленькие комментарии. Это, собственно, наши негодяи делают, чтобы вашу страну представить как страну террористам. Это первое, для чего они делают. А гостю вопрос такого плана. Какие дальше будут действия? Международные суды, там, не знаю, еще какие-то органы. И как вообще они собираются действовать? Ну, а вам, кремляне, донбасскляне, удачи, ну и качайте приложение. Спасибо за ваш звонок, спасибо за рекламу приложения Крым Реалии. Да, действительно доступно для ваших устройств на платформе iOS и Android. Это был наш постоянный радиослушатель, уже узнал я по голосу. Передаю вопрос нашего слушателя Николаю Полозову. Итак, Николай спрашивает вас о том, будут ли обжалованы действия силовиков, да, в отношении, в частности, Наримана Джелялова в международных инстанциях. Ну, безусловно, мы будем проходить весь комплекс обжалований на каждой стадии этого уголовного дела, поскольку прохождение стадии обжалований необходимо в национальной юрисдикции, необходимо для последующего обращения, в том числе в Европейский суд по правам человека. Что касается в целом работы по делу, то важно понимать, что в такого рода делах российские суды не играют абсолютно никакой роли. То есть они фактически утверждают ранее принятое там, на политическом уровне и закрепленное следователем какое-то решение. Поэтому, конечно же, в подобного рода политических делах, а это, безусловно, политическое дело, основные события будут происходить именно на политическом уровне. В данном случае, конечно, этим вопросом будет заниматься и власти Украины, и Меджлис крымско-татарского народа. У нас есть позитивный опыт разрешения такого рода дел, если мы говорим там об деле Ахтема Чайгоза или о деле Ильми Умерова. Но для того, чтобы дойти до позитивной развязки этой истории, конечно же, нужно пройти достаточно тяжелый, достаточно опасный путь, который вместе с подзащитными мы будем, собственно, уже проходим. Нариман Джелялов призывает не верить различного рода видео, которые могут появиться и которые в будущем могут компрометировать его. Этот призыв был передан, если я не ошибаюсь, в том числе через вас, поэтому я прошу подробнее рассказать, что именно здесь имел в виду Нариман Джелялов. Ну, прежде всего, мы видели видеозаписи, представленные ФСБ, с якобы признательными показаниями Асана и Азиза Ахтемовых, которые впоследствии заявили о том, что эти показания были выбиты бесчеловечными пытками, применением электричества и так далее, и так далее. Кроме того, нельзя исключать, что подобное давление участники этого дела могут получить и в дальнейшем. Гарантии никто не дает. Кроме того, совершенно очевидно, что российские власти используют и современные технологии, в том числе может быть попытка дискредитации с применением технологий deepfake при производстве тех или иных видеоматериалов. Поэтому, верить этому, конечно же, нельзя. Нариман это прекрасно понимает, и об этом он публично заявляет. Давайте поговорим подробнее об информационной составляющей этого дела и других политически мотивированных дел, которые мы наблюдаем в Крыму. Не выглядит ли ситуация так, что одной из главных целей ФСБ – это получить какое-то признание на видео? И в дальнейшем уже использовать это в информационном пространстве, да, но с таким посылом, что признание царицы доказательств, да, это такое продолжение традиций господина Вышинского.
Ну, безусловно. То есть, когда мы видим подобные видео с признаниями, все вот эти видеоподелки, они предназначены только для одного, для того, чтобы, точнее, для двух вещей. Первое – это попытаться сформировать некое общественное мнение по этому вопросу, потому что эти видео транслируются в средствах массовой информации. Второе – отчитаться перед заказчиком, то есть перед политическим руководством не только в виде рапорта какого-то сухого бумажного отчета, но и живой картинкой. Поэтому, конечно же, это практикуется для того, чтобы в стороне защиты было сложнее утверждать обратное, протестовывать и заявлять, главное, заявлять о том, что применялись недозволенные методы пытки. Вот. Таким образом, ФСБ также пытается, помимо процессуальных аспектов, задействовать и медиа, и политическое поле, что в политического рода делах является, фактически необходимым условием. Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был российский адвокат Николай Полозов, защитник Наримана Джеляла. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит, в том числе и с Нариманом Джелялом. На сайте Крым Реалии публикуются письма Наримана Джеляла. Можете с ними ознакомиться и подробнее узнать о том, что с ним происходит и как ведется так называемое следствие. Мы возвращаемся к разговору об информационной кампании, которая сопровождается дело о якобы подготовке и реализации диверсии на газопроводе в Крыму. ФСБ России утверждает, что разведка Украины с помощью Меджлиса крымско-татарского народа готовила в Крыму протестные акции крымских татар. Информацию о предполагаемой связи Меджлиса с Киевом ФСБ якобы получила в рамках расследования уголовного дела в отношении 3 крымчан, которых обвинили в подрыве газопровода в селе Перевальное. Российская спецслужба назвала Меджлис, далее идет цитата, основным проводником украинской реваншистской политики и модератором протестных и сепаратистских проявлений. Конец цитаты. ФСБ считает, что попытки пресечения деятельности организации в России, еще одна цитата, позиционируются зарубежными СМИ как целенаправленные действия российских властей, направленные на ущемление прав крымско-татарского народа и его геноцид. Такими заявлениями сопровождается вот это уголовное дело, за которым мы наблюдаем. И подробнее об этом мы поговорим с Эскендером Бариевым, главой Крымско-татарского ресурсного центра и членом Меджлиса крымско-татарского народа. Эскендер, доброе утро. Доброе утро. Итак, какова реакция Меджлиса на вот эти обвинения ФСБ в том, что Меджлис, сотрудничая с украинской разведкой, готовит в Крыму диверсии и массовые протесты? В первую очередь, Меджлис сделал заявление в связи с теми обысками и задержаниями, которые произошли 3-4 сентября. И в первую очередь Меджлис в своем заявлении сделал обращение к странам международным организациям, членам Крымской платформы, участникам Крымской платформы, для того, чтобы начались консультации, как все-таки реагировать на данные действия. Так как все-таки, на мой взгляд, действия Российской Федерации, действия оккупантов, они связаны в том числе, направлены на то, чтобы прощупать или посмотреть, проверить прочность Крымской платформы, как она будет реагировать. Это первое. Что касается вообще отношения оккупантов к Меджлису и почему они заявляют о такой связи, но и Меджлис крымско-татарского народа, и сам крымско-татарский народ, он в Крыму еще и в украинские времена всегда рассматривался как самый мобильный и самый массовый, структурой, когда за короткие сроки могут собраться достаточно большое количество людей для того, чтобы продемонстрировать свою позицию. Понятно, и сейчас ФСБ этого боится. Что? И сейчас ФСБ боится этой способности мобилизоваться. Конечно, ФСБ пыталась заигрывать вначале, пыталась наладить контакты с Меджлисом крымско-татарского народа, но поскольку
и Меджлис, и, соответственно, большая часть, подавляющее большинство народа поддерживало Меджлис, и крымские татары не участвовали ни в выборах, ни в каких-либо политических пророссийских процессах, то, соответственно, конечно же, пытались создать альтернативу, у них не получилось, то, соответственно, они объявили практически, можно сказать, войну Меджлису крымско-татарскому народу. И первое, что было, это запрет Меджлиса, объявили его экстремистской организацией, а сейчас, на мой взгляд, ФСБ объявила уже вторую часть своей войны, то есть полностью дискредитировать Меджлис, полностью его, придать ему статус как террористической организации, для того, чтобы уже сразу же всех тех людей, которые аффилированы с Меджлисом или имели отношение к системе Меджлис-Курултай, то есть это порядка 2500 человек, это и члены ревизионной комиссии, члены Центральной избирательной комиссии, члены Центрального Меджлиса, местных, региональных Меджлисов, делегаты Курултая, то, конечно же, здесь вот любая встреча с Меджлисом, она уже дает основания для ФСБ проводить репрессивные действия. И причем потом уже привлекать к ответственности на большие сроки. И поэтому мы об этом понимаем, и, соответственно, мы должны своевременно реагировать на это. И реагировать должна на это международная общественность. Как вы думаете, почему в Крыму вот в случае с Меджлисом не сработала вот та общая практика России, которая применяется на захваченной территории, но пропало в Крыму, исчезло, да, легитимное правительство, было создано нелегитимное, да, были уничтожены в Крыму там средства массовой информации, были созданы свои и так далее. А вот почему с Меджлисом так не получилось? Ведь были разговоры о создании в Крыму вот какого-то Меджлиса, который был бы удобен российским властям, да, аналога того Меджлиса, который есть у крымско-татарского народа. А как вы думаете, почему эта идея, говоря современным языком, не взлетела, не получилось этого сделать? Ну, в первую очередь, наверное, за вот эти 30 лет, но не 30, а за 23 года, начиная с 1991 года, Меджлис, он все-таки избирался демократическим путем, и Курултай, система Курултай Меджлис. И, соответственно, люди приходили и выбирали тех представителей, которые представляли их как на местном уровне, так и на общекрымском и общеукраинском уровне. Поэтому и сложилось в крымско-татарском народе, что есть свой представительный орган, которому было достаточно высокое все-таки доверие. Ну и в тот период, когда оккупанты пытались заигрывать, как я уже сказал, пытались предложить сотрудничать, и увидели, что и, соответственно, Меджлис призывал народ не участвовать, как я уже сказал, на выборах и так далее, то, соответственно, были ряд попыток. Они пытались отдельно работать с делегатами Курултая, чтобы изменить состав Меджлиса качественно, у них не получилось. Они пытались создать альтернативные организации, но понятно, что сколько они создавают общественных организаций, они не будут иметь статус представительного органа. У них это тоже не получилось. Они пытались легитимизировать так называемый Курултай мусульманский Курултай, но Меджлис и Курултай — это светские органы, которые выбирались именно демократическим путем. Поэтому они стали предпринимать действия, чтобы полностью искоренить в мыслях, в головах у людей вообще понятие Меджлис крымско-татарского народа и запугать людей. И, соответственно, потом уже попытаться с чистого листа строить и лепить из народа, скажем, удобные для них механизмы управления народом. Вот здесь, конечно же, мы тоже понимаем, какая может быть дальнейшая перспектива, ведь растет новое поколение, растет уже совершенно в других условиях, и поэтому здесь мы должны быть готовы к этим процессам и должны выстраивать четкие наши действия. Одна из важных составляющих этих действий, конечно же, это сохранение субъектности представительных органов, в частности, Курултая Меджлиса, и признание его на всех уровнях, и в первую очередь международном, что у нас пока неплохо получается. Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Эскендер Бариев, глава Крымско-татарского ресурсного центра.
и член Меджлиса крымско-татарского народа. С ним мы говорили об информационной атаке на Меджлис крымско-татарского народа, который сопровождается вот это политически мотивированное уголовное дело, в рамках которого обвиняется и заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял. Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий в Крыму. Помогайте нам в этом, пишите, звоните нам, пишите на редакционную почту через форму обратной связи и в социальные сети. Все ваши сообщения мы внимательно читаем, связываемся после этого с вами, поэтому просьба какие-то контактные данные оставлять, если вы этого хотите. Напоминаю, что в 13 часов стартует программа «Крымский вопрос» с Александром Янковским, а в 18:15 «Крымский вечер». Будем вместе с вами смотреть и слушать. Встретимся следующим утром. Пока.